Приветствую, маглы! Пока идет работа над сравнением Кубка Огня, возникла необходимость посоветоваться. Если для третьей ленты студии понадобилось 2 года, то четвертую выкатили уже через год, потому фильм получился таким, каким он получился. Многие до сих пор считают, что спешка привела к потере качественного наполнения и что франшизу стоило делить на 2 серии, начиная уже с Кубка Огня. А делить было как, ибо по лору происходит 4 действительно острых момента: разборки на чемпионате, битва с драконом, подводные гонки и лабиринт с вытекающими последствиями. В следующем видео мы предоставим возможность представить, а что было бы, если бы в 2005 году Ворнеры разделили ленту на 2 части. А теперь, как и обещал ранее в сравнении Узника Азкабана, слово нашей гостье, которая хорошо разбирается в кино и прольет свет на некоторые решения. Ты в своих обзорах несколько раз вспоминаешь Артура и Минипутов. Это отличная трилогия, но сам пример видео не совсем корректный. Первый Артур стоил под 90 миллионов долларов, что на тот момент вообще самый дорогой фильм в истории французского кино. И проблема в том, что в мировом прокате он собрал чуть больше 100. Артур и месть Урдалака еще хуже. Сиквел и триквел — это уже колоссальные провалы. То есть да, пока у Люка Бессона дела шли хорошо, он мог позволить себе выпускать дорогие фильмы, которые с треском проваливались. Но вряд ли Ворнеры хотели бы такого же с Патерианой. Второй момент. Первый Артур вышел на год позже Кубка Огня. Хотя даже если бы руководители Ворнеров могли заглянуть в будущее и увидеть подобные примеры еще в 4 году, они бы 10 раз подумали, прежде чем делить Кубок Огня на 2 части. И дело не только в Артуре. У них уже был собственный неоднозначный опыт. Первая Матрица при бюджете около 60 собрала 460 миллионов и стала феноменом. Продолжение разделили на 2 фильма с бюджетом примерно по 150 миллионов каждый. И если перезагрузка собрала свыше 700, то революция заметно просела и взяла отметку в чуть более 400 миллионов. Для большинства студий это был бы невероятный успех, но на фоне огромных ожиданий и колоссальных затрат на маркетинг результат выглядел уж не таким впечатляющим. По сути, у Warner был на руках живой пример того, что разделение одной истории на несколько фильмов не гарантирует рост интереса зрителей. Для даров студия таки пошла на риск, потому что это был финал всей саги, а вот в случае с 4 или даже 5 книгой никто не мог гарантировать, что зрители адекватно воспримут 2 фильма. Нет ничего невозможного. Вот такие выводы получились в недавнем разговоре. Признаю, что упустил этот момент со сборами Артура в обзорах. Что же, будем ожидать ваши комментарии, на каком моменте стоило бы разделить ленту на 2 части. Ссылка на голосование будет в закрепленном комментарии. Благодарю за внимание и до скорых встреч!